Главный санитарный врач Казахстана утверждает, что стране не хватает 4000 медработников, в том числе эпидемиологов. А пока врачи борются с коронавирусом, в Алматы процветает подпольный бизнес. Я не работаю. А что делать здесь? Какие вещи забрать можно? В Кыргызстане жертвы домашнего насилия не могут получить защиту. Большинство приютов на карантине, а передвижение в регионах ограничено. Сбежать тоже невозможно. Государство не справлялось с домашним насилием, да, насилием над женщинами и детьми и вне карантина. И ожидать, что теперь они этим займутся, да. Власти в Таджикистане все еще не нашли ни одного заболевшего, но резко повысили меры безопасности, а жители сами выстраивают антивирусные кордоны. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время Азия». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Переходим к главным темам на сегодня. В Казахстане не хватает специалистов для борьбы с коронавирусом, так заявили в Министерстве здравоохранения. По их словам, в стране острый дефицит эпидемиологов. Также не хватает и рядовых медработников. Как власти намерены справляться с этой проблемой в период эпидемии, узнаем у нашего корреспондента Ернура Дасжанова. Он сейчас выходит на прямую связь из Нур-Султана. Ернур, добрый вечер. Во-первых, скажи, пожалуйста, о каком количестве врачей идет речь? То есть насколько все плохо с системой здравоохранения в стране? Приветствую, Егор. В Минздраве приводят такие данные. В стране сегодня не хватает около 800 эпидемиологов. Это как раз те самые люди, которые должны бороться с коронавирусом. Такой дефицит объясняют низкими заработными платами. Эпидемиолог в нашей стране даже с высшей квалификацией и большим стажем работы получает около 120 тысяч тенге. Это порядка $300. А выпускникам вузов платят и того меньше. Плюс к этому слабая социальная помощь со стороны государства. Оно и тут понятно, почему студенты не поступают на эту специальность. Все это привело к тому, что в самый разгар коронавируса эпидемиологов в стране критически не хватает. Помимо этого, в больницах наблюдается большой дефицит рядовых медработников. Таковых не хватает порядка 4000. И это все на фоне того, что в стране стремительно растет число заразившихся. По прогнозам Минздрава, уже в следующем месяце число инфицированных достигнет 4000. Задача, которая стоит перед нами, это уйти на ежедневный прирост до 5%, затем до 1%. Мы будем говорить о стабилизации или спаде заболеваемости коронавирусной инфекции только в том случае, когда у нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей передачи, а число заболевших будет выше числа выявленных вновь больных. Ернур, а какая ситуация с массовым заражением врачей в Алматы? Мы много о нем рассказываем. Зафиксированы ли новые случаи среди медработников? О новых заражениях среди медработников власти пока не сообщают, но известно, что за прошедшие сутки инфицированных больше всего выявили именно в Алматы. Этот город по-прежнему лидирует по числу заразившихся. Также сегодня стало известно, что коронавирус выявили впервые в Казахстане у высокопоставленного чиновника. Это экс-вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. Накануне он покинул свой пост и должен был возглавить управление общественного здравоохранения Алматы, но из-за болезни его пришлось госпитализировать. Состояние его, как утверждают специалисты, стабильное. Сейчас выявляют всех контактировавших с ним людей. В Минздраве говорят, что в последнее время он побывал с рабочим визитом сразу в нескольких областях, в частности в Алматы. Там он, напомню, встречался с сотрудниками нашумевшей центральной больницы, где были массовые заражения, да, и потом начался весь этот большой скандал. Саму больницу, как сегодня сообщили власти, полностью закрыли. То есть сейчас она вообще не функционирует. Спасибо большое. Ернур Дасжанов, наш корреспондент на прямой связи из Казахстана о ситуации с коронавирусом в стране. Салоны красоты в Алматы ушли в подполье. Несмотря на карантин, малый и средний бизнес продолжает принимать клиентов. Это они объясняют тем, что плату за аренду помещений власти не отменили. Но вот, правда, доказать, что в салонах красоты действительно оказывают тайные услуги, очень непросто. Но наш корреспондент Шолпан Аразбекова посетила несколько таких мест и поинтересовалась, почему люди там работают без специальных разрешений. С 30 марта из-за ситуации с коронавирусом в Алматы были закрыты все предприятия. Жесткие меры власти применили из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Однако обезопасить себя и окружающих согласны не все. Отказывать своим клиентам не нашли в себе сил автомойки, массажисты и даже владельцы саун.
В подполье ушли и салоны красоты. Вот по таким сообщениям в мессенджерах становится ясно, что навести красоту в условиях карантина можно, но очень осторожно. За нарушение режима чрезвычайного положения привлечено 1447 человек. Порядка 80 – это субъекты предпринимательств, в том числе и салонов красоты, магазин, массажных студий, бань, саун. Доказать, что в таких салонах красоты незаконно принимают клиентов, на самом деле очень сложно, признаются участковые. Большинство желающих заработать придумывает различные оправдания. Я не работаю. А что делать здесь? Такие вещи забрать можно. Эта женщина живет в другом районе, но уверяет, что сюда приехала по делам. После того, как полиция указывает ей на нарушение, в ход идет уже другая версия. Сын говорит, диабет, у меня есть аптека в диабете. Я туда заехала. Сейчас. В другой салон, который расположен в подвальном помещении жилого комплекса, попасть было непросто, но после предупреждения участкового работники все же открывают двери. Вы же внутри, открывайте. Сейчас придется вызывать МЧС и взламывать двери. Арендатор помещения уверяет, что здесь он не работает, а проживает вместе с невестой. Из-за карантина потерял доход и не смог оплачивать съемное жилье. Я в данный момент сейчас они выселили меня из квартиры, потому что я не мог платить. И я здесь вынужден здесь живу, потому что нет дохода. А как вы здесь живете? Это же не жилое помещение, удобства. А что делать? Владелица другого салона красоты посчитала, что нельзя упускать такую возможность. Говорит, что пока нет клиентов, хотела привести в порядок помещение. Далее, как и у всех, одно оправдание меняется на другое. Вы сами говорите, вам 73, вы в группе риска. Я знаю, я охраняюсь. Мы хотим использовать время карантина для того, чтобы полную дезинфекцию сделать. У нас была протечка, аварийная ситуация, вызвали. Мы устранили своими силами эту протечку воды, затопила канализацию. И из-за этого и по ходу решили сделать санобработку, дезинфекцию, генеральную уборку. По словам полицейских, нарушение карантина предпринимателями фиксируется ежедневно. Но люди даже спустя месяц после введения ограничений по всей стране и ежедневных предупреждений все равно идут на правонарушения, объяснить которые и сами не могут. Сложно, конечно, доказать, что человек пришел действительно на работу. Но он вышел из дома, это есть уже нарушение. 476 статьи он нарушил. Стоит отметить, что нарушают карантин не только работники салонов красоты, но и представители других сфер бизнеса. Все они работают по четкому сценарию. Двери открывают только постоянным клиентам и по предварительной записи. Я же напомню, что число заразившихся коронавирусом в Казахстане уже перевалило за 2000 человек. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. В настоящее время Азия, Казахстан, Алматы. Идем дальше. Самоизоляция с насильником. В Кыргызстане жертвы домашнего насилия не могут получить защиту. Основная поддержка для них – это консультации психологов по телефону. Приютов не хватало и до пандемии, а теперь большинство из них на карантине. К родственникам сбежать тоже невозможно, потому что передвижение во многих регионах ограничено. Подробнее расскажет Дарья Тимофеева. Видео, на котором кыргызстанец жестоко избивает сына за отказ отжиматься, облетело все соцсети. МВД Кыргызстана быстро отреагировало, мужчину нашли и задержали. И это несмотря на то, что семья находится в Москве. Но вот внутри страны зачастую случаи семейного насилия остаются без внимания, отмечают правозащитники. Поддержка государства, она должна быть, даже это сейчас, даже если это условия, даже если это условия чрезвычайной ситуации. Государство не должно забывать, что есть население, которое может страдать от насилия. Не только женщины, есть и пожилые, и дети страдают. За первые 10 дней карантина в стране покончили с собой 7 подростков. Сколько женщин и детей подвергаются ежедневным избиениям, никто не считает. То, что цифра ужасающая, ясно по количеству обращений. Их стало больше минимум в 2 раза, говорят в кризисных центрах. Многие стали выпивать дома. И на почве этого слово за словом они ругались со своими женами, избивали, выгоняли. Буквально в эту пятницу одну женщину выгнали с моего района, которая прибежала ко мне домой. Переночевала 1 день, пятницы уже во время комендантского часа было, и не могла ее никуда отправить. И домой к насильнику вернуть тоже не смогла. Приюты кризисных центров либо переполнены, либо не принимают новых пострадавших из-за пандемии. Боятся заражения. Могут оказать психологическую поддержку лишь по телефону. Государство не справлялось с домашним насилием, насилием над женщинами и детьми и вне карантина, то есть в обычных условиях, когда для этого были все предпосылки, можно было разрабатывать и развивать механизмы и ожидать, что теперь они
этим займутся, да. Но мне кажется, когда правительство принимало решение, они даже не учитывали этот вопрос. Каждый третий пост писательницы и защитницы прав женщин Алтын Капаловой о домашнем насилии. Реальные истории и рассказы из собственного опыта получают тысячи откликов. Раньше была возможность собирать помощь, размещать жертв насилия у знакомых. Но в карантин все остановилось. Что отвечать просящим, Алтын не знает. О помощи государства слышала только раз. Женщине, сбежавшей от мужа, выдали пропуск для проезда во время комендантского часа и приняли заявление в милиции. Мне кажется, единичные случаи. А в целом женщины даже не обращаются, потому что тотальное недоверие, подкованное годами, да, годами нереагирования со стороны таких органов. Я очень хочу надеяться, что в будущем это будет развиваться и вообще распространяться, и станет нормальной реакцией, да, а не так, что ничего страшного, завтра помиритесь, да, или там приходите, когда будут синяки посерьезнее. О росте насилия еще в первую неделю самоизоляции населения заявили в Министерстве соцразвития. Вопрос подняли и в парламенте, но тогда в МВД не нашлись, что ответить. Это целое испытание, прям практически борьба за выживание. Что можно сделать? Можно ли сейчас в условиях карантина предусмотреть норму, которая позволяет женщинам выходить из дома при угрозе риска для своей жизни и для здоровья? Можно ли это предусмотреть? Я не знаю, у меня ощущение, что я в пустоту это все говорю. Кто-нибудь мне ответит вообще? Правоохранительные органы. В МВД пообещали рассмотреть варианты, но никаких распоряжений после не звучало. В Минсоцразвитие на просьбу дать комментарий по ситуации отправили номера психологов и кризисных центров, кто поддерживает жертв насилия удаленно. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Руководство Туркменистана намерено построить в столице несколько масштабных проектов, несмотря на кризис и тотальный дефицит продовольствия. Президент Гурбангулы Бердымухамедов официально поручил правительству реализовывать только необходимые объекты социально-бытового назначения. И вот среди них оказались два памятника, которые установят на дорожных развязках в Ашхабаде. По данным издания «Хроника Туркменистана», один из этих памятников – это монумент велосипедисту. Проект утверждал лично президент. Второй выполнен в форме куба с 8-угольными звездами. Таких же кубов в Ашхабаде множество. И журналисты отмечают, что эту скульптуру построит компания зятя Бердымухамедова. Сам город сейчас вовсю готовится к празднику День Ахалтекинца. Он ежегодно отмечается в последнее воскресенье апреля. В этот раз помимо марафона и спортивных состязаний запланирован еще и массовый велопробег. Накануне президент, который в последнее время не контактирует с народом, совершил 20-километровый заезд на велосипеде. А в Таджикистане усилены меры безопасности и работа по профилактике коронавируса. Хотя Минздрав утверждает, что заразившихся в стране по-прежнему нет. Но больницы отчитываются о резко выросшей смертности от пневмонии. Только сегодня в Душанбе от болезней дыхательных путей скончались 4 человека. О ситуации в Таджикистане Анушервон Арипов. Жители нескольких кишлаков Джабо-Расуловского района создали контрольно-пропускные пункты на границе с Кыргызстаном, чтобы предотвратить проникновение коронавируса от соседей. Поводом для создания добровольных отрядов стала смерть 2 человек от якобы обычной пневмонии. Местные жители верят официальному заявлению Минздрава, но все-таки решили перестраховаться. Здесь же накануне умер в больнице еще один местный житель, 56-летний Абдухалил Джурабоев. И опять пневмония, настаивают чиновники. Таджикские спасатели сейчас работают в усиленном режиме, ездят по стране, встречаются с детьми в школах, показывают им видеоролики о мерах профилактики коронавирусной инфекции, рассказывают о личной гигиене, а взрослым раздают брошюры. В МВД страны создали специальный карантинный отдел милиции. 15 сотрудников занимаются дезинфекцией помещений по всему городу. Правда, в отличие от спасателей, работают они по вызову и не бесплатно. Дезинфекция стоит по 7 центов за квадратный метр. В минувшую пятницу для молящихся снова закрыли двери мечетей. В первый раз храмы закрылись 4 марта, но уже 20 марта власти разрешили проведение намаза. Обосновали это решение отсутствием угрозы распространения коронавируса.
В решении Совета Улемова от 17 апреля запрещается совершение коллективного намаза, а также проведение намаза, который проводится в священный месяц Рамазан. Вечернее разговение, ифтар должны проводиться в кругу семьи. Также запрещены детские гуляния и идгардак. Заверение Минздрава об отсутствии коронавируса в стране и высокая смертность от якобы обычной пневмонии привели к росту недоверия в таджикском обществе к официальным заявлениям властей. Представители 18 неправительственных организаций подписались под письмом к Минздраву с просьбой внести определенность в эпидемиологическую ситуацию. Минздрав Таджикистана заверяет, что результаты тестов, проведенных в таджикских лабораториях, направляются для проверки за рубеж, в том числе в Лондон. И в этой связи гражданское общество интересуется у Минздрава, каким образом анализы отправляются за рубеж, если воздушное пространство Таджикистана закрыто. Сегодня утром в столичном центре здоровья номер 1 от пневмонии скончались сразу 4 человека. Еще 3 находятся в тяжелом состоянии. Тесты на коронавирус дали отрицательные результаты, говорят в Минздраве. Всех больных пневмонией в городе Душанбе мы определяем в одну больницу. Если бы у кого-то из них выявили ковид, эти меры помогли бы избежать распространения болезни. Поэтому столько больных пневмонией умерли в одной больнице. В Минздраве высокую заболеваемость пневмонией в этом году связывают с неблагоприятными погодными условиями. Общую статистику по этой болезни власти публиковать не спешат. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Узбекистан впервые обошел Казахстан в рейтинге свободы прессы. Его составляет международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Ежегодный отчет опубликован на их сайте. Узбекистан за год поднялся на 4 позиции и занимает 156 место. Репортеры отмечают, что после смерти первого президента Ислама Каримова в стране наблюдается значительный прогресс на пути к свободе слова. В частности, из тюрем освобождены журналисты, разблокированы сайты, например, «Голос Америки», Deutsche Welle и другие. В стране упростили регистрацию СМИ, власти разрешают освещать темы коррупции или принудительного труда. Но вместе с тем в Узбекистане по-прежнему исключена критика высшего руководства. Как и прежде, встречается цензура, а власть все еще контролирует медиапространство. Узбекистан вновь открыл двери иностранным журналистам, хотя некоторые СМИ, например, финансируемые США «Радио Свобода», столкнулись со сложностями в получении аккредитации. Будет трудно полностью восстановить свободу прессы без политического плюрализма и без справедливого наказания за преступления диктатуры. Путь предстоит долгий. Казахстан, хоть и пропустил вперед Узбекистан, но также поднялся на одну строчку и занимает 157 место. По мнению экспертов, власти усилили контроль над интернетом, новостными сайтами, соцсетями, мессенджерами. В прошлом году в Казахстане проходили масштабные протесты, напомню, которые также освещались. Еще ниже в рейтинге сейчас Таджикистан, как в прошлом году на 161 месте. Ну а самая свободная пресса в Центральной Азии в Кыргызстане. Страна поднялась на одну строчку и занимает 82-ю позицию. Отдельно стоит сказать о Туркменистане, потому что в прошлом году они побили антирекорд и заняли последнее, 180-е место рейтинга, то есть более свободной оказалась даже пресса Северной Кореи. Но в этом году страны поменялись местами, Туркменистан в итоге на 179-й позиции. Об отчете «Репортеров без границ» мы поговорим с директором фонда «Правовой медиацентр» Дианой Акремовой. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по поводу Казахстана вопрос. В прошлом году во время акции протеста, когда десятки журналистов, например, были задержаны полицией, многих привлекли к ответственности, несмотря на все это, в рейтинге «Свобода прессы» Казахстан поднялся на одну строчку. Как вы можете это прокомментировать? Ну, есть такой гормон дофамин, гормон предвкушения счастья. И мне кажется, с приходом нового президента у всех казахстанцев случился большой выброс этого гормона, когда мы ждали каких-то очень прогрессивных изменений не только в сфере свободы слова, но и в реализации других свобод. Поэтому, безусловно, в первую половину года было очень много задержаний, блокировок сайтов, но, тем не менее, президент новый регулярно заявлял о том, что мы будем что-то делать позитивное, заявил о необходимости декриминализации клеветы, была возобновлена работа сайта Ротель.kz, было отказано министру информации в возбуждении уголовного дела. Поэтому я думаю, что нужно еще учитывать, что вот этот рейтинг, он составляется не только на основе задержаний журналистов, но там учитываются разные моменты. Но я все-таки думаю, что это, скорее всего, было такое ожидание каких-то хороших перемен,
которых, к сожалению, наверное, пока еще в достаточно большом количестве не случилось. То есть, на ваш взгляд, вы бы не поднимали Казахстан на одну строчку по итогам года? Казахстан занимал такую же позицию в 2013 году, насколько я знаю. И с тех пор все время менялся рейтинг буквально на одну позицию. Я скорее всего, не поднимала этот рейтинг. Конкретный вопрос по поводу позиции Казахстана и Узбекистана. То, что Узбекистан опередил Казахстан в этом рейтинге, на ваш взгляд, это должно вызывать какие-то опасения у жителей страны, может быть, у экспертов? Я думаю, что у нас изначально были несколько разные исходные позиции. То есть все-таки в Казахстане ситуация, может быть, они больше говорили о каких-то нарушениях, всегда больше кричали, о них знали на международном уровне и так далее. В Узбекистане все-таки очень долгие годы были и заблокированы сайты и так далее. Но в любом случае, мне кажется, что нашему правительству стоит обратить внимание на наших соседей, потому что, на мой взгляд, они развиваются очень быстрыми темпами, а у нас, к сожалению, усиливается контроль и в интернете, и столько же задержаний журналистов происходит, в прошлом году количество их увеличилось по сравнению с прошлыми годами. То есть законодательство остается на том же уровне, несмотря на то, что мы из года в год говорим о необходимости менять медиазаконодательство, делать его более приближенным к международным стандартам. На ваш взгляд, что-то может поменяться, или все слова нового президента так и останутся словами? Уже начали работу над декриминализацией клеветы, хотя это очень спорный вопрос, потому что ее планируют перевести в административный кодекс, и тогда вместо, уголовного наказания будет очень большой штраф. И это тоже не совсем логично, потому что все-таки клевета — это вопрос оскорбления кого-то кем-то. Поэтому мы тоже этот вопрос обсуждаем. Может ли поменяться в текущем году? Я думаю, что может, но для этого нужна очень сильная политическая воля, опять же, нашего нового президента. А это в его интересах поменять это? У него есть такая воля? Или это просто слова? Я вот о чем спрашиваю. Мне кажется, что у него должны быть эти интересы обязательно, но все не происходит, так, как мы бы хотели, быстро. Я надеюсь, что, может быть, очень какими-то медленными шагами это будет происходить. Еще один вопрос вам, Диана. Какая, на ваш взгляд, ситуация со свободой прессы в Центральноазиатском регионе вообще? То есть, если глобально смотреть на регион, существует ли какая-то динамика положительная, или все как оставалось, это во второй из сотни рейтинга, так и остается? К сожалению, мне кажется, что за исключением Кыргызстана в регионе остается это очень сильный дух советского наследия, когда главным инструментом наша власть видит именно тотальный контроль над всем. В прошлом году Казахстан внедрил автоматическую систему мониторинга интернета. Разрешено блокировать сайты без решения суда очень многим ведомствам, к сожалению. И это говорит о том, что пока наши правительства видят все-таки единственный выход в постоянном контроле, вместо того, чтобы предоставлять людям больше информации, давать им возможность высказываться и так далее, и так далее. Спасибо большое. Спасибо, Диана. Диана Акремова с неутешительным выводом о свободе прессы в Центральной Азии. Меня зовут Егор Максимов. Спасибо, что смотрели программу «Настоящее время Азия». Продолжайте оставаться с нами. Наш телеканал знакомит вас с главными событиями по всему миру. До встречи и берегите себя. Жницы на въездах, просторные дома с деревянными элементами, украиноязычные жители. Но это прифронтовой Донбасс. Сюда почти 70 лет назад были принудительно депортированы тысячи жителей Западной Галичины. Им удалось сохранить свой язык и традиции. Но в один момент между лемками и бойками засверкали молнии. Кто они, люди, которые называют себя донбасские бандеровцы? По каким правилам устроена их жизнь? И возможен ли между ними мир на Донбассе, хотя бы на этом маленьком островке запада на востоке Украины? Бельгия превратилась в гнездо джихадизма. В частности, Брюссельский район Маленбек.
Я должен проверить ваш рюкзак в целях безопасности. Амин, а ты знаешь, почему тебе нельзя есть свинину?